Все министры на местах. Появление некоторых оказалось неожиданностью, карьера других закономерной. Такая уж она, школа государственного строительства. Министров на переправе не меняют, поскольку с этой командой Минниханов выходил на выборы, он формулировал задачи. Здание Министерства образования ближе всего к Кремлю, то есть всегда на виду, хотя и не сразу могут быть видны эти ошибки, допущенные в системе. Они проявляются с годами, когда школьники становятся студентами, а затем начинают самостоятельную карьеру. В образовании это самое главное – это научить ученика учиться, а потом уже ему уже не понадобится ни один учитель. В День учителя коллективу Министерства образования и науки был представлен новый главный педагог республики. Ильсур Хадиуллин окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности учитель биологии и химии. В разные годы руководил средними учебными заведениями, был заместителем, а затем первым заместителем министра образования республики. Также был начальником управления образования Казани. Я все время удивлялся, когда был руководителем исполкома, как можно работать в женском коллективе, еще и успешно. Ректор и основатель негосударственного вуза почти с 30-летней историей не всегда довольна абитуриентами. Система ЕГЭ, говорит, вынуждает учителей и школьников заниматься механической зубрежкой. Главными стали не знания, а отчетность, желательно с положительной динамикой оценок и поступлений в вузы. Наверное, министром образования должен быть педагог, который всю свою жизнь посвятил образованию. И если он болеет душой за все то, что творится в школе и вообще в образовании, наверное, тот министр будет очень долго сидеть на своем месте. На уровне Российской Федерации обсуждаются вопросы федеральных государственных стандартов. На примере нашей республики обсуждаются многие насущные вопросы, касающиеся образования. Родной язык, прежде всего, это тонкая связь со своим народом. Мы должны создавать условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в республике. 3, 2, 1. Их решение объявляется открытым. Ваши бурные аплодисменты. Проезд в федеральную власть для татарстанцев открыт давно. В последние годы особенно востребованными стали специалисты в области строительства, в том числе и дорог. Уже 2 бывших министра строительства республики работают в правительстве России. Татарстан при этом не забывают. Когда встал вопрос, что нужно дополнительное финансирование, Рустам Галевич обратился, сказал, что дайте денег, и мы построим намного быстрее. Мы обратились тогда к президенту, Владимир Владимирович нас поддержал. Речь идет о строительстве второй очереди Большого Казанского кольца, той самой новой дороги, благодаря которой уже появился кольцевой трамвайный маршрут протяженностью 34 километра и который в скором времени разгрузит проспект Победы от транзитного транспорта. Вместо 20 месяцев 12 месяцев. То есть те решения, которые приняты на уровне правительства благодаря вашей инициативе, они дают свои результаты. В достаточно нестабильной обстановке, потому что мы живем в эпоху кризиса, соответственно, правительство работает достаточно стабильно. И чем больше наших в Москве, тем легче нам, да? Конечно, это, как всегда, это лоббисты. Пожалуй, не лишним будет потенциальным политикам войти в двери этой школы шахмат. Здесь уже с детства знают, что такое стратегия и тактика. Гамбит, эндшпиль или ход конем. Шахматная терминология уже глубоко вошла в политический лексикон. Уступить в начале, чтобы затем иметь какие-то преимущества. Или, заканчивая партию, не обязательно ставить мат. Можно, например, пешку превратить в ферзя, чтобы опять же занять более выгодную позицию. Политика – такая уж отрасль экономики, где ставка делается не на сиюминутную выгоду. Здесь просчитывается на несколько ходов вперед, причем, как говорится, думать нужно и за себя, и за того парня. Главные задачи, согласно республиканской стратегии 2030, остаются неизменными. Это развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. Жить и строить помогает уже не только песня. Чем больше есть, тем больше хочется. Развитие одной отрасли тянет за собой и другую. Вот, например, большой жилой комплекс. Значит, нужна сюда и дорога, и общественный транспорт. Южный парк, буквально в 50 метрах от железнодорожной ветки Казань-аэропорт. Мы выходили с предложением к застройщику КУАО РЖД в Министерство транспорта.
с вопросом о обустройстве платформы в районе этого жилого комплекса. В среднем электропоезд, вместительность его порядка 800 мест с лишним. То есть один электропоезд заменяет 13 автобусов или 140 автомобилей. Или наоборот, если есть дорога, то проще осваивать прилегающую к ней территорию. То есть здесь прямая связь министерств строительного и дорожно-транспортного. И это только одни из задач для вновь назначенных министров. Так уж получилось, что их представляли в один день. И бывший министр строительства, простившись с одним коллективом, в тот же день знакомится с другим. Все подвиги будут на М-12, с прохождением трассы, с согласованием. Потом целый букет. Фарид Ханифов окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности сельскохозяйственное строительство. Начинал работать в Набережных Челнах, затем в Елабуге. В 2011-м переезжает в Казань на должность первого заместителя министра строительства. С 2015 по 2017 успевает поработать в аппарате президента. В январе 2020-го возвращается в строительное министерство уже его руководителем, а в октябре назначается министром транспорта и дорожного хозяйства. Со всей ответственностью понимаю поставленную задачу. Собственно, даже рядом со зданием Министерства транспорта расположено здание, которое одновременно относится и к сфере образования, и к сфере строительства. Такая вот круговая порука. А новый министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин не так давно тоже был причастен к Министерству транспорта и дорожного хозяйства. Марат Айзатуллин. У него два высших образования. Это Казанский государственный энергетический университет и Казанский федеральный университет. Работал в госучреждениях по содержанию и развитию дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе. Затем в этом министерстве стал управляющим делами, а затем и заместителем министра. С 2013 года работает в ГИСУ. С октября 2020-го министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Паники разводить не надо. Мы все знакомы, знаем, кто на что способен, кто как работает. Опыт у нового министра немалый, несмотря на молодость, ему 42. За плечами подготовка к универсиаде, строительство аэропорта, новый корпус инфекционной больницы, и задачи перед ним стоят еще более амбициозные. Недавно мы утвердили стратегию благоустройства реки Казанки. Это 30 километров общедоступной набережной и 12 парков площадью свыше 3000 гектар. Словом, в правительстве, как в армии, приказы командующего надо выполнять. А состав правительства меняется у нас нередко. В этом, вот, например, составе работают те, кто был назначен в 2018-м, и совсем, можно сказать, еще начинающие министры, которые появились здесь год назад, в сентябре 2019-го. Правительство будет работать в сложных условиях, и поэтому сказать о том, что оно пришло надолго, я думаю, что ни один эксперт не решится. Это высокое доверие, работать в правительстве Республики Татарстан, одного из самых передовых регионов нашей страны. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней.